направлении ориентира 8, на удалении до 5 километров от переднего края обороны. Наблюдают движение противника в колонии с силами легкого пехотного батальона. Розыгрыш этапа боевой стрельбы при участии всех привлекаемых и взаимодействующих подразделений, разведывательных и ударных беспилотных аппаратов, артиллерийских и авиационных сил состоялся в рамках командно-штабных учений и стал очередным этапом широкомасштабных учений. В любую погоду бойцы изучают методику и приемы стрельбы. Они вспоминают все, чему обучались ранее, доводя движение до автоматизма. И все это под руководством военнослужащих с большим боевым опытом. В учениях задействованы органы военного управления вооруженных сил, соединения и части резерва, формирование территориальной обороны, комплектующие военные комиссариаты. Как вы видели, сегодня на полигонах Министерства обороны были проведены один из этапов командно-штабных мобилизационных учений, на которых были отработаны учебные вопросы касаемо боевой подготовки, по предметам боевой подготовки. Поставленные цели были выполнены в полном объеме. Хотелось бы отдельно сказать, что раньше такого масштаба учения не проводились, это впервые. В будущем мы будем только наращивать и проводить более крупномасштабно. В ходе боевой стрельбы были совершенствованы навыки ведения боя из всех видов штатного вооружения и приданных средств по условному противнику. Военнослужащие показали высокую индивидуальную подготовку и продемонстрировали высокий уровень слаженности подразделений. Видно дух воина. Дух, тот, который был 30 лет тому назад, оно остается, и есть надежда, что оно всегда останется у нашего народа. Сегодня еще раз показали наши резервисты, что достойные воины, достойные люди, патриоты своей Родины. Хочу выразить всем большую благодарность за принятие участия, за дисциплину. Боевые стрельбы стали завершающим этапом боевого слаживания и огневой выучки подразделений в целом, командиров, штабов и личного состава. Подразделения, выполнив поставленные задачи, продолжают активно выполнять другие специальные задания в рамках данных учений. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.